потому что начался определенной степени ренессанс Золотой Орды, но пришел Тамерлан, и он реально уничтожал экономического конкурента. Все, что делает татары для изучения своей истории, это, соответственно, помогают еще и нам. Понятно, у вас 90-е годы были, у нас 90-е годы. У нас очень много что было потеряно в 90-е годы. Во-первых, очень многие люди уехали. Также сейчас у нас, к сожалению, умирает старое советское поколение сильных историков, потому что надо отметить, что в советское время историки были сильными, потому что конкурс там был больше, чем на юриста. То есть, потому что это связано, это было, конечно, с... да? Нет, это было связано с историей КПСС, с историей партии. Поэтому туда шли сильнейшие люди. То есть туда пройти нужно было быть либо очень сильным, либо с большим социальным капиталом, как говорится. Поэтому действительно историки советской эпохи у нас были очень высокого качества. Но потом, когда все это случилось в 90-е, тогда историк это как бы преподаватель школы. То есть это стало непрестижной профессией, и поэтому там сильного такого человеческого капитала не наблюдалось. Поэтому вот эти все кризисные моменты, они вот как раз таки вели к тому, что, к сожалению, нашу историю мы хорошо не изучали. Вы должны это поправить, я так понимаю. Да, и это не должно быть превращаться в то, и там какие-то вот эти все празднества. Это должна быть просто стабильная работа с тем, чтобы шаг за шагом что-то исправлять. Если мы говорим про науку, то там главная цель это, конечно, восстановление научной истины. А если говорим про казахское историческое общество, это как раз таки популяризация знания, чтобы люди больше знали. Потому что на самом деле, вот если мы возьмем наши школьные учебники по истории, они во многом еще до сих пор постсоветские. Там все эти советские парадигмы, они существуют внутри, и необходимо их менять и исправлять. То есть, условно говоря, у нас существует такой момент, что когда вы пишете школьные учебники, основывается на госстандарте. Госстандарт основывается на академической истории Казахстана. У нас академическая история Казахстана старая. И никаких новых научных... какого года, получается, она? 90-х. Да. Никаких новых научных открытий ты не можешь внести в школьный учебник, не внеся их в академическую историю Казахстана. И только внеся ее в академическую историю Казахстана, вы можете как бы актуализировать наши школьные учебники. И вот то, что мы сейчас делаем, это попытка как бы исправить те ошибки, которые были. То есть, например, самый главный пример. У нас есть с советских пор есть такое мнение, что вот Казахское ханство возникло после того, как Джейбек Керей откочевали в 1455 году от Абулхаир-хана. Это все уже опровергнуто. То есть 10 лет назад нашли китайские источники, в которых Джейбек Керей уже в 1947 году упоминается в Моголистане. Все, концепция советская вылетела. Но проблема в том, что из-за того, что академическую историю не актуализировали, соответственно, эта вся старая информация, она до школьных учебников идет. Поэтому как бы здесь необходимо вот это все менять, чтобы информация стала вот более-менее актуальной и отражала тот нынешний уровень научного знания, который есть у наших ученых. Есть парадигмальные науки, есть препарадигмальные науки. Парадигмальные науки – это там, где большая конкуренция, там, где большое количество людей. И есть препарадигмальные науки, там, где конкуренция минимальная, и людей, которые находятся в этом области, их мало. Соответственно, вот у нас как бы на самом деле история Золотой Орды и история Казахского ханства – это разные науки в этом плане. То есть история Золотой Орды – это парадигмальная наука. Там большое количество специалистов со всего мира, есть куча журналов, есть куча публикаций, и люди, ученые стараются писать научные статьи, чтобы, условно говоря, их оппоненты не опередили. Потому что если ты будешь писать книгу, ты будешь вечно устаревать. Потому что ты пока пишешь, там еще куча статей выходит, и ты должен учесть, и ты никогда эту книгу не закончишь, как говорится. А при парадигмальных науках там очень важно написание книг, потому что там никто тебя не торопит, ты один в поле. У нас, например, по истории Казахского ханства я могу назвать 5 человек, которые вот являются достойными как бы, учеными, историками, которые высокого уровня, которые могут как бы достойны того, чтобы вот топ-5 попасть. И, соответственно, если мы будем говорить про историю Золотой Орды, там очень важно написание научных статей. Если мы говорим про историю Казахского ханства, там очень важно написание монографий. И в целях нашего института мы как бы... У нас есть несколько проектов, которые направлены на то, чтобы изучить те или иные аспекты истории Казахстана. С одной стороны, у нас планируется монография по изучению истории улуса Чагатая, то есть это тот улус, который был в основном на территории Узбекистана, Кыргызстана, ну и частично там захватывал Казахстан временами, как говорится. Потом у нас есть монография по истории Моголистана. Это государство, которое было, в котором ходили там часть кыргызов, часть уйгуров, оно находилось на территории Казахстана, восток и юго-восток Казахстана захватывало. А это одно время так было. Также еще планируется как бы в следующем году, в конце следующего года, монография по истории Казахского ханства. Потому что действительно это очень большая проблема, потому что на самом деле у нас еще она хорошо не изучена. Тут очень много всяких моментов на самом деле. То есть, например, если мы говорим про историю Золотой Орды, нам очень сильно помогают казанские коллеги.
Потому что то, что они переводят, это касается и нас. То есть все, что делают татары для изучения своей истории, это, соответственно, помогают еще и нам. От Узбека до Бердибека. Действительно была политическая стабильность, действительно были сильные города, которые были частью мировой экономики. И при этом это был такой северный путь, северная часть Великого Шелкового пути. И по нему очень много товаров доставлялось. В то время, например, в Иране, в Средней Азии, там были гражданские войны. То есть там боролись за власть разные племена, соответственно, там Тамерлан что-то еще не дошел пока до власти. И в это время, получается, в Усть-Джучи есть очень стабильная инфраструктура, которая позволяла все товары везти с запада на восток и с востока на запад. Соответственно, из-за этого во времена узбеков городов стало очень много. Это часть логистической инфраструктуры, которая делала власть хана сильной. И получается, когда у вас сильные города, у вас сильная ханская власть. Когда у вас города ослабеют, тогда власть тоже слабеет. И получается, что произошло? Сначала произошла чума сначала. Она ослабила города. Вырвался кочевой элемент, который начал там хватать за власть. В итоге, конечно, Тохтамыш победил, и при Тохтамыше начался определенной степени ренессанс Золотой Орды. Но пришел Тамерлан, и он реально уничтожал экономического конкурента. Потому что он хотел восстановить южную часть Великого Шелкового пути. Его главная цель была, чтобы северная часть перестала функционировать. Потому что это деньги, это финансы, как говорится. Поэтому, конечно, уничтожение городов Золотой Орды, это сильно подкосило ресурсы власти. И ханы стали гораздо менее другими ханами. То есть, если мы говорим про хана Узбека, то для него титул хана, это, условно говоря, как сродни императору. Если мы возьмем казахских ханов, там, условно говоря, 19 века, это уже такие дворовые ханы, мини-ханы, как говорится, которые там где-то были, какой-то регион контролировали. И если мы в Золотой Орде берем, то личность хана, она, может быть, не так уж была важна. Не так была важна его личная храбрость, личное умение воевать, как говорится, потому что работала сама по себе государственная машина. А вот как раз таки, например, возьмем в казахском ханстве, там реально хан должен быть смелым. Если он является бахадуром, это прям очень важно для него. Если он слабый, то сори, как говорится. Город и кочевники, они не противопоставляются. Они, наоборот, дополняют друг друга. Потому что каждый из них может быть дать что-то другому, то, чего этого нету. То есть кочевники могут поставлять скот, условно говоря, город может поставлять очень много всяких моментов и товаров для кочевников. Ну, то есть тут институт государства важен, да? То есть, ну, тут важно... Вот по Древней Руси-то помним же, нам же преподавали, что там злые печенеги, там половцы терзали, там, и города разоряли. Все там житья не давали. Это уже немножко, мне кажется, такие моменты идеологические, потому что на самом деле надо понимать, что в истории нет хороших и плохих. Там есть вот как есть. То есть и на самом деле историк, он не должен быть подвержен каким-то субъективизму, каким-то национальным чувствам. Он должен как судья пытаться с помощью разума разобраться, что как было. А если мы начинаем говорить о том, что вот есть белое и черное, есть наши великие предки и эти сволочи, то это, конечно, это не наука уже, это просто идеология. У нас есть племя Аргын, которое имеет 20 версий происхождения. С помощью этой генетики мы смогли эти версии сузить до 3. То есть 17 отвергли, потому что они не подтверждаются генетическими данными. 3, возможно, что они подтверждаются. Ну, то есть они не противоречат, по крайней мере. И так вот по каждому пункту, который можно сделать. То же самое касается генеалогии. То есть есть какие-то генеалогии татарских князей. Вот, например, Сафаргалий в свое время изучал беханидов. То есть он вытащил какие-то генеалогии, потом бац, по генетике проверили, бьется генетика с генеалогией полностью. Плюс еще возникли родственники беханидов, младшие ветки, которые там просто были выгнаны своими старшими родственниками, землю занимаются все-таки. И, соответственно, вот уже есть понимание, как эти процессы происходили. Как вот шло разрушение золоторысских племен, когда они встраивались в состав российского государства. Когда, в принципе, коллективная собственность на землю перестала быть чем-то важным и стала индивидуальной собственностью на землю, а все бедные родственники пришлось покинуть, уехать куда подальше.